Доброе утро, дорогие казахстанцы! В эфире самая позитивная программа «Танго Студио» на телеканале Алматы. В нашей студии, дорогие друзья, сегодня настоящие казахские батыры и невероятные красавицы-артисты и художественный руководитель этнопроекта «Орда» Кабжан Сулейменов, Амина Махсутова, Асия Адельханова и Олжас Куанов. Друзья мои, добро пожаловать! Вот видите, мы даже вас вот на диванчик, как мы могли такую красоту садить на диван? Конечно, Вы должны вот так вот выглядеть, чтобы все любовались вами. У вас потрясающе вы выглядите. Да. Так, расскажите, Кабжан, сразу про ваш вот этот проект интереснейший. Ну, это можно театр даже назвать, ведь так? Да, такие. Как он возник? Где вы участвуете? Как вы дарите эту красоту миру? Рассказывайте нам, все интересно. Ну, театр. Уже много лет, конечно, мы работаем в Алмате и по Казахстану. У нас, надо сказать, уникальный театр. То есть он именно задумывался именно так, чтобы показать красоту казахского национального костюма, при этом, чтобы это было, ну, скажем так, не банально. При этом, чтобы костюмы были очень интересными, по-настоящему казахскими, но... Ну, здесь и разные стили, да? Чуть-чуть Да, есть. да, здесь и Эпохи, стилистика стиль, разная, и вот мы решили все это показать через этностиль, именно отойти от традиционных уже к нам привычным костюмам и сделать костюмы в наших традициях, в канонах казахского национального костюма, но при этом, чтобы подача была такой, чтобы это было интересно смотреть. Здесь еще есть такая цель, чтобы через это привлекать внимание к нашей культуре, к культуре номадов, кочевников, тюркских народов. Вот. Скажите, и материалы, наверное, тоже аутентичные, как и раньше шились, да, стараетесь приблизиться? Ну, мы стараемся, но, конечно, материалы современные, но кожа, техника, цвета... украшения, вся сохранена. Да, мы стараемся сделать, конечно, максимально придерживаться аутентичности. Ну, честно, не всегда мы преследуем историческую правду. Да, правда. конечно, но это и не обязательно. Главное же визуально, что все совпадает и все правильно сделано. Да. Эстетично, красиво. Да. Хочется, чтобы когда люди видят вообще вот наши костюмы, они вообще... Даже наши казахи, да, многие очень не сильно погружаются и в историю нашего костюма, и в историю нашего народа, и вообще в историю, да. А тут мы, в общем, немножко по-новому, о старом хотим рассказать. А как воспринимают вообще люди, когда видят ваш костюм? Какая реакция? Да. Наверное, фантастично. Да, вау-эффект, как Да, правило, вау-эффект, точно. Да. Вот у Алжаса хочу спросить. Алжас, какой у вас рост? У меня рост 198. Вау, у тебя? 198. У меня 194. Ну, это 4. Ну, почти сопоставим. Так, скажите, кастинг проходили какой-то? Ну, кастинг в первую очередь шел по росту. И самое главное, Да. это что были казахи. У нас ребята все казахи. Не, ну это само самое собой. главное. Это даже гадалки не ходит, понятно. И как вот эти костюмы носятся? Как вы себя ощущаете? Да. Знаете, такой интересный образ. Я вообще очень давно пришел, в 17 лет в этот проект. Да, Мне ты- сейчас уже 23. Ага. И когда, одеваю, Привет. и когда одеваю костюм, я как будто вообще преображаюсь, как будто Вот. другой человек более увереннее. Ну, интересно. Мне вот вообще, это же как получается популяризация казахских традиций, всего да. такого. Ну да. вот на вас Менталитет. костюм, кто этот батыр этот, вот что он? Ну, они же все своеобразные, там Ага, единого они стиля разные, да. как-то не различается. Я могу по костюмам рассказать, вот, допустим, у меня шлем Айрбаш. Это такой национальный, традиционный шлем, который одевается. И вот доспехи, получается, у меня там внутри рубашка, все такое. Да. Тяжелый, да, костюм? Это из натуральных Ну, килограмм полностью. 10 примерно. 10? Да. О, классно. Ну, Аминочка, расскажите о вашем образе, пожалуйста. Мой образ Лучница. это мерген. Мерген с казахского языка переводится как лучник. Вот, поэтому у меня в образе есть лук. Как я себя ощущаю в этом костюме? Это как будто бы часть меня, популяризация нашей культуры. Вот, очень нравится. Благодаря вот Кабжану попала на этот проект. Поздравляю вас, Стрелять из это лука удача. умеете? Или- Нет, но у нас есть шоу с саблями. Вот мы владеем мастерством фланкировки. А еще ребята есть, да?
Да, у нас ребят очень много. У нас Много у около них, да. 20 человек 20 в проекте, человек. да. И образов тоже очень много. Парни, само собой, как правило, приглашаем не просто высоких парней. Да. Это Крупные. парни, да, от 196 есть парни и 2,10 ростом, да. Да, да. И при этом парни не просто высокие, они прям действительно прям крупные, прям настоящие батыры. То есть, когда их видишь, ты понимаешь, что, то есть ребята высокие, но худенькие, да. К сожалению, это мы таких Вот Таукель ребят- подошел бы вам? Да. Вот я Тут уже... всё сложилось. Да, я нашел свое направление. Да, уже, я да. понимаю. А Кабжан Я вообще... столько стоять не смогу. Ну да, я стоять не смогу. Кабжан, а вообще ваша профессия дизайнер, да? Нет. Этнографы, скорее всего, нет, это историк. на самом деле я базовый танцор, на самом деле. То есть я Ух ты. артист оригинального жанра. творчество И, есть. да, и долгое время занимался именно в этой сфере. А сценическим костюмом занимался по ходу всей своей деятельности, потому что у нас на самом деле не так сильно было развито, особенно Да. в 90-е, в нулевые годы. Это и фурнитура, и Но развитие... модели вы разрабатываете? Ну, Эскизы рисуете? Я как бы участвую в этом. Участвуете. Направление даете, да? А вот Асия, давай посмотрим. Покружитесь, пожалуйста, операторы, снимите, Да, смотрите, супер, что здесь необычно. творится. Выйдите вот. Это крылья просто вообще да, на самом деле. потрясающе. С какого материала они сделаны? Это... Дерево, да, это по-моему? да. Красота. Ну, Асюша, расскажите о вашем образе. Можно поближе? Да. Это образ Самрук. Оно сказочный персонаж из тюркской мифологии. Самрук – полуженщина, полуптица, которая живет в корне дерева байтерек. Корень дерева. Древа жизни. Да, В древо жизни байтерек своими ветвями подпирает небо, а корнями держит землю. Классно. У каждого костюма есть своя Своя история, история. да? Да, История, это дело в том, что самрук на самом деле многие казахи даже, они на самом деле не знают, что такое самрук, и многие связывают, ну, для большинства казахов самрук это, наверное, самрук Казына, самая известная ассоциация. Да, Вот. да. А о том, что это сказочный персонаж, который наделен магическими способностями, самрук может приобретать образ женщины. И когда самрук становится женщиной, крыльев становится не видно, и это самая обычная женщина. И только тот редкий человек, который может узнать в обычной женщине самрук, то есть увидеть ее крылья, этого человека ждет удача. Самрук – это символ удачи и справедливости. Да. Вот. Поэтому наши крылья полупрозрачные. Очень красиво, классно, это да. впечатляет. Слушайте, Кабжан, сейчас мы покажем зрителям фотографии Да. или видео, да, даже. Что много путешествуете. наверное. Вы же очень много путешествуете. Вена, Баку, Рим. И вы как визитная карточка, да, Да, Казахстана. Расскажите о реакции иностранцев на это чудо просто. Ну, на самом деле, да, наш театр очень много работает и по всему Казахстану, много работаем за рубежом. С недавнего времени нас начали на регулярной основе приглашать за рубеж. Это всевозможные международные выставки. Несколько раз приглашали нас по приглашению непосредственно посольства Казахстана в некоторых странах. Это вот Англия, Италия, Швеция. Вот. Ну, конечно, реакция вообще вот иностранцев, она такая прям... Ну, Мы они стараемся- ничего подобного не видели, да? Да, часто бывает, что Много нам вопросов, да, наверное, задают, фотографируются, трогают, да? Да, иногда не дают прям пройти, на самом деле. У нас была ситуация в Екатеринбурге, когда 2 дня там была выставка, и это активно освещалось на телевидении, и на 3-й день такой шквал народу был, потому что на самом деле людям было интересно увидеть батыров и сфотографироваться с ними, и прямо на самом деле наш павильон Казахстана, он был вот в 3-й день он был переполнен, при том, что вся остальная выставка была полупустая. Это был прям интересный феномен такой. Вот. Это, наверное, самое яркое. Вот. Ну, эффект вау был, да? Да, эффект вау, это на самом деле он всегда присутствует. Вот. Плюс мы на самом деле очень активно стараемся развиваться, то есть мы стараемся не просто пропагандировать казахский костюм, вот. Мы также участвуем в казахских национальных традициях, тем самым их пропагандируем. А с недавнего времени мы стали делать небольшие шоу-программы, небольшие перформансы, вот, тем самым
изучаем боевой, то есть так, чтобы наши батыры не просто стояли там и красивые такие с копьем, но могли продемонстрировать владение этого самого оружия. На мечах, да, уже? Да, то есть мы Это здорово. изучаем владение саблей, Классно. Кылышайн Алдыру, вот постановочный бой. В общем, приобщаем это у девушек, да, потому что девушки-воины, конечно, ну вот- это же на самом деле для казахов это... то есть, Амазонки. да. По сути дела, на самом деле, Почти амазонки. казахские девушки-воины стали прообразом легендарных греческих амазонок, и это есть тому уже несколько научных трудов. Да. Слушайте, Классно. ну это потрясающе интересно. Спасибо вам, друзья, спасибо, Капжан, что вы продвигаете культуру, традиции, и весь мир узнает о нашей прекрасном Казахстане. Вот, удачи Желаем. вам Да, еще. удачи, успехов. Будем видеться, успехов, удачи. И мы сейчас прерываемся на небольшую рекламу и продолжим с удовольствием.